Ты смотри, как вода пришла. 27 число, 27 апреля. Заметно вода прибыла. Очень много воды уже. На днях, наверное, лед уйдет. Ниже моста уже ничего не осталось там. Я сегодня немножко буду заниматься лодкой, ремонт. Ржавчину покрашу. И уже уровень, наверное, завтра, послезавтра, наверное, возле лодки вода будет. Вот эти рыжики. Вот. Что я раньше показывал. Вот эти места я буду обрабатывать. Ржавеет лодка. Если уж начал, все, его не остановить, в принципе. Будет дальше ржаветь. Из инструментов я взял сегодня круповерт. Так, самодельная насадка. Вот такая насадка самодельная, наш круповерт. Со шкуркой там, цинкарь. Первый раз я буду этим пользоваться тоже. Ни разу не пробовал. Ну и краска 3 в 1 или 4 в 1. Кисточка также мазать. Ладно, чтобы время не терять, я быстренько буду что-то мазать. Что получится, глянем. Ну, примерно так, ребят. Немножко хоть почистил основное. Все равно полностью никак, надо было еще молоток взять. Гвозди уходят. Но этим чуть позже, наверное, может сегодня вечером или завтра займусь. Если дождя не будет, потому что погода, вышел восточный ветер. И обычно дождь оттуда уже. С юго-восточного направления дожди идут, погода. Так, ну и аккумулятор тоже не выдерживая, слабенький, быстро разряжается. И толку не вижу. И толку не вижу, чтобы заморачиваться. Очень тщательно убирать, потому что лодка раз начал гнить, все уже. Ничем уже не поможешь. Ладно, сейчас попробую, что за цинкар, как она действует. Как и говорил, ни разу не пользовался этим. Посмотрите. Так, оф. Тут получается. Так, струйно идет. Тоже оф. А, только струйно идет. Примерно вот так. Буду брызгать. Эта реакция идет, не идет. Непонятно. Толком не понимаю, что-то происходит, нет.
раз начал, буду использовать. Попробуем. Так, на первый взгляд, что я вижу, вот где была ржавчина, очень много ржавчины. Смотрите, какой вид сейчас стал. Как будто новый. Предварительно ошкурил и очень хорошо все очистило. Дальше вот смотрите, как пена тут, какая-то реакция происходит вон. И пена образуется. Надо подождать, чтобы все подсохло. Ну, типа оцинкованного как-то, как сказать, слой такой получается, что написано там. Вон. Вот. В принципе, вот смотрите как шипучка получается, что, видимо, ржавчину все-таки он, этот цинкар, что-то реакция какая-то идет. А здесь вот получается я не ошкурил, и ржавчина также остается. Так что перед тем как обработать цинкарем, надо тщательно ошкурить все это дело. Ну, в принципе, было ржавой лодкой, а сейчас вот я смотрю обычный оцинкованный вид. Остается только подождать, чтобы высохло, и всю эту пену убрать и покрасить краской. Tänät seilipysyt, me думаете, модла. Sen tänät pysyt olemaan. Simni se saa itama. Nämä otti se maatin ja korjaamaan. Так, мы сейчас твои планы. А? Твои планы мы сейчас, конные материалы. Läpi vai mikä? Tieteellä. Mirai mikä ona ei shakki min kovilla. Могут тоновать размерся борщ, джедли. Taas. Oi sota. Да, еще хочу предупредить, кто первый раз лодку делает. Многие мажут олифа, правильнее, но олифа. Я также не знал, что это такое. Для того, чтобы, может, лучше станет, помазал олифа. Помазал, пропитал я олифа и сверху помазал краской. И олифа любую краску отталкивает. Если ты олифой помазал, ты уже краской будешь мазать, он все равно будет отталкивать, и он так он отделяется. Видели? Так что, если новую лодку сделать, то лучше сразу антисептиком помазать. Вот знакомый сейчас подходил кому, он также антисептиком помазал уже несколько лет без проблем. Не держится хорошо, лучше краской. Вот. Тучи хмурые, конечно, там. Ну, долго сохнет. Я, наверное, сейчас схожу домой. Тут ждать, думаю, нет смысла. Он как-то вязкий. Пусть подсыхает, одним словом. На бок поставил лодку. Тут, в принципе, все ништяк. Вот тут, где вот сидишь и нога упирается вот сюда. Здесь ржавчина, тут небольшой кусок. А так
Не надо заморачиваться, все чисто тут. И тут хорошо все. Вообще идеально, класс. Сегодня, значит, я одним днем справлюсь. Нормалек. Так, ну-ка. Опа. Слушайте, шипит все. Ну, запах как кислота. И аккумуляторная кислота. То же самое. Под этим названием, наверное, кислота обычная. Чувствуется кислота. Да. Так, делаем небольшой тюнинг лодки. Почему так, спрашивается, делается? Когда Она, бля. осторожно, это не кануча. Это дикера. Чукта, но чукта для тади, джоля никтория. По маленькому. Так. Так, интермаш. Не спеши. О. Так, jeszcze джоль медыш, это сейчас нет. Джоля никан. О, это сейчас персичи. Тихонько. О, ништяк. И модара сиджа. Вот. Джоля никан заводит. Интернаш. Да. Он куча пищкадныса. Объясняю, для чего это все делается. Короче, борта, вот эта задняя сторона, по высоте нормально. Но вот, когда моторку прикрепляешь, у него редуктор упирается сюда и трет редуктор. У меня такая проблема тоже была. А сейчас вот эту дощечку мы сюда просверлим, на болты прикрепим. И получается редуктор не будет упираться вот это место. Да. Да. Не вылезик. Вот арса чуть-чуть вылежик, моца чуть-чуть, одно чуть-чуть выше, второе чуть-чуть пониже. Потому что если... О. Не по дереву надо на сверлабо. Как? Металлу. Эсодь. Но так мы чищишь ты? Да. Да. Уже будешь знать, где чуть-чуть сверло не достало.
Так. Шайба сразу же. А, Шайбу сразу и одним болтом прикрепишь, там будешь уже легче будет держать. Уяна кояс. Не по диаметру сверла или мы? Чуть-чуть мельче. Та сюди десь ще збив. Стейк зробилось. Це не йде. Локоть. Нормально. Овыс. Так. Бору, как Да? раз, да. Да? Ну и остальное также все сделаешь нормально. Чуть-чуть вылежик повыше, да. Потому что если в одном, как сказать, в одном слое будет, там он лопнет. Ладно, разбирайся. Там делов-то осталось. Сейчас я на своей лодке покажу. Мне, в принципе, так тоже сделано все. Вот. Я так сделал. Вон. Тоже болты на 3 болтах. И лодка не упирается потом вот сюда, если моторка не упирается вот сюда. Да и в одном из видео я показывал свою моторку, где вот у меня редуктор почти, блин, дырка там получилась из-за того, что трется. Прижимает, когда на ходу, он прижимается сюда и от вибрации трет моторку. Так, ну тут у нас также все нормально. Сохнет, какая-то вязкая фигня получается. Так, ну, Ванька разбирается там. Все нормально. Помогать, в принципе, ничего не надо. Разберется. Буквально за 2 часа все тут поменялось. Сходил домой, зарядил аккумулятор новый. Вот это да. Все чисто. Лед ушел. Переход есть вот тут. Вот тут еще держит как бы остров. После меня тут закусывали уже, приходили. Так. Больше 2 часов, может 3. Я дома был. Ждал, когда все подсохнет. Так, тут у меня инструменты. Хлам. Все надо приподнять, потому что вода, вот эта вода до сюда где-то вот дойдет, зальет. До сюда доходит. Моторная лодка где-то слышно. Все, сезон открывают уже. На лодке гоняют, проверяют, подготавливаются к охоте. Так, посмотрим, что произошло. Подсохло, нет. Поднимаются вон люди на лодке. Так. Вот. Знаете, вот какая-то вот липкая пленка тут. Липкая пленка образовалась. Не знаю, потом мазать, не мазать. Хрен знает, блядь.
Что-то еле-еле идет лодка. 2 лошадей, наверное, не больше там. Вот так вот. Резко все меняется на глазах. Вот такая краска. 3 в одном. И немножко буду мазать. Между прочим, тут внутри все хорошо подсохло, а снаружи я не знаю почему так. Там как-то липкая пленка. Так. Ну, вот. Тут еще большой кусок. Тут у меня бак, бензобак обычно стоит. Вот из этого там немножко краска ушла даже, цинковка. Трется от вибрации. Вон едут. Что они катаются, пока непонятно. Ну, примерно так. Хватит. Недостаточно.
Вот так выглядит наша лодка. Немножко покрасил. Основное. Не стал полностью мазать, потому что не стоит. Там в некоторых местах краска хорошо еще держится. Такой камуфляж получился. Неплохо. Через пару дней, пусть это подсохнет, я через пару дней приду и переверну лодку и уже буду мазать хоть немножко, чуть-чуть там борта. Основная покраска будет летом, а вот именно вот возле жести там с внутренней стороны покрашу и здесь щели покрашу, потому что чтобы, так сказать, вода не заходила внутрь лодки. На сегодня работу я закончил, в принципе вполне нормально получилось. Не знаю, отойдет краска или нет от цинкаря. Это уже мы увидим через несколько дней. Вот так вот. Собачки какие-то у кого-то пришли. Это молодая собака. Вон еще одна. Пролетели две утки, две кряквы вниз спустились. Тут приходили вон с того дома односельчане, хорошо знакомые мне. Сергею Богданову привет. Это ваши сюда приходили. Короче, Нинка и показала там, вон, говорит, утки летели. Я красил, ничего. Внимание у меня на лодку было. Повернулся, две утки спустились. Значит уже утки тоже есть. Вот тут у нас летают. Много спрашивали. Гуси, утки летают, нет. Так что сегодня первый раз я видел уток. Так, давайте еще сходим, что там Ванька намудрил. Посмотрю. Так. Заодно сразу покрасил уже. Вот так все выглядит у него. Топорно, короче, получилось. Первое. Сейчас сразу вот я ему подсказать не дал подсказку, я забыл. Придется ему все открутить. И вот эти болты там немножко деревяшки, углубить. Потому что когда он сюда поставит моторку, будет упираться вот на эти болты. У меня, в принципе, там все сделано. Почему он не посмотрел, так сделал. Так, и здесь, наверное, еще придется шире сделать. Углубить немножко, чуть-чуть еще тут и шире сделать. Потому что закручивать тоже мешать все будет. Углубить придется. Забыл сказать ему. Сам не догадался он тоже. Сейчас вот я покажу, как я сделал, как он сделал. У него все торчит. Вот смотрите, как у меня сделано. Видели? Все углубил. Я болт приварил к пластине железной. Сварка сделал. И западлится он. Видите, как у моторки, вот крепление тут. Тут крепление. И у него будет упираться на эти болты. Поймет, переделает. Ничего страшного. Что еще? Все, наверное, буду фильм заканчивать. Ветер такой прохладный на речке, как всегда. Вода может чуть-чуть прибывает, но незаметно. Не скажу, что очень сильно прибывает. Через пару дней придем, дальше будем снимать, дальше будем ремонтировать. Новости с реки будет. А на сегодня все. Всем пока и до новых встреч.